это развитие доступного жилья, потому что имеется огромный спрос со стороны жителей. У нас в очереди сегодня состоят 48 тысяч человек. Это социально уязвимые слои населения. До конца года мы планируем ввести в эксплуатацию по сегменту доступное жилье порядка 8 тысяч квартир. Для сравнения скажу, в прошлом году это было чуть больше 2000 квартир, а предыдущий год 1100 квартир. То есть по поручению главы государства мы в этом году порядка 3 раз увеличили строительство именно в сегменте доступного жилья. А всего на этот год запланировано, это очень большой объем работы, ввести в эксплуатацию всего 3 миллиона квадратных метров жилья. Это огромная работа. Все это делается благодаря тому, что вот инвесторам, строителям, всем, кто трудится на этом рынке, создаются все возможности. Ну и по категории доступное жилье хочу сказать, что мы расширили список получателей сертификатов первоначального взноса для доступного жилья. Если было всего 3 категории, сейчас все 9 категорий, которые состоят в очереди, мы расширили. То есть сертификат в размере 1 миллиона тенге будут получать все. Более того, со следующего года мы повысили этот объем поддержки до 1,5 миллиона тенге будут получать сертификат. Люди, которые нуждаются в жилье, которые состоят в очереди. По долевому строительству это еще один такой системный проблемный вопрос, над которым мы сейчас работаем. На начало прошлого года было 52 проблемных объекта. По итогам 2019 года мы завершили 10 проблемных объектов. А в этом году удвоили эти цифры, то есть до конца года мы сдадим 20 проблемных объектов. То есть получается фактически, если было 52, мы 30 завершаем, более чем в 2 раза решаем проблемы доступного жилья. Это очень непростая работа. Много времени мы потратили на судебные тяжбы, на выстраивание финансовой модели, на восстановление документации, проектно-сметной документации, инженерных сетей и прочее. Естественно, самый главный вопрос – это финансы, потому что государство решает проблемы дольщиков, то есть наших жителей. Наиболее проблемные назову, например, территория комфорта 1. Он довольно такой проект на слуху у всех был. Сложно было найти туда инвестора, но мы все-таки договорились с инвестором. Мы поддержали инвестора, но вот нужно отдать должное, он за свои деньги начал сносить объект. Несмотря на пандемию, эта работа была завершена, и теперь началось строительство. Такие же проблемные объекты – это Багыстан и Алтыншар. Там свыше 1100 дольщиков только на этих объектах. Здесь мы определили нового инвестора, потому что предыдущий застройщик, получается, если сам работал бы, затянулось бы надолго. Ну и такие группы, как Шыгыс, Жағалау, тоже там более 3000 дольщиков ожидают в своей квартире. Ну и другие объекты. То есть по каждому объекту имеется график работы. И, естественно, все объекты, которые мы включили в план, они будут по графику завершены.